Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, уважаемые слушатели. Русский романс – это особый мир, мир русской культуры, необыкновенный мир подлинных страстей, настоящих чувств и глубоких мыслей. Жанр, возникший из соединения слова и музыки, где слово уточняло мысль, а музыка наполняла слово чувствительной интонацией. В России XIX века мы не найдем ни одной дворянской усадьбы или аристократического салона, ни одного купеческого дома, где бы не звучали романсы. Любовью к жестокому романсу можно объяснить и нашу неистощимую любовь к цыганскому пению. Начинался роман сентиментальных сизых голубочков, почти точной копии французских, но уже в первой трети XIX века романс превратился в эталон музыкальности, став гением чистой красоты. Не случайно концерт «Два века русского романса» открыла знаменитая мелодия романса Михаила Глинки «Я помню чудное мгновенье», которая прозвучала в исполнении оркестра «Золотая мелодия», дирижер Лев Накоряков. А сейчас я приглашаю на сцену академическую хоровую капеллу Удмуртии. Никогда еще и никем до Пушкина и Глинки не была поднята на такую высоту красота человеческого чувства, такой вдохновенной окрыленности, такого лучезарного гимна жизни и счастью русский романс еще не знал. Это совершенное творение двух гениальных художников можно назвать жемчужиной русского романса. Во главе музыкального движения эпохи стояли представители благородного аристократического общества. Глинка из их числа. Работая в Петербурге, он отразил в романсах историю этого города. Вместе с поэтом Нестором Кокольником он создал вокальный цикл «Прощание с Петербургом». Одной из страничек этого цикла стал исторический факт – запуск в ноябре 1837 года Царскосельской железной дороги, по которой двигался, пугая зевак, железный пароход. Газета «Ведомости» так объясняла пароход. Это стальной конь, везущий сразу много-много карет. О том, как это было, в романсе Глинки «Попутная песня». Исполняет хоровая капелла и оркестр «Золотая мелодия».
Если Петербург отличало особое благородство и аристократизм, у Москвы было больше душевной теплоты. Романсы москвичей больше напоминали русскую песню. Варламов — стихи Глебова «Вдоль по улице метелица метет». Солист Дмитрий Сухих. Постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. На твою ли на приятную красоту, на твое ли-то на белое лицо, ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Твоя с ума меня свела и сушила добром молодца меня. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Дай мне наглядеться, радость на тебя. Часто пение исполнителей русского романса не отличалось ни силой, ни особой красотой, но брало за душу. Современники вспоминают, так пел Гурилев. Чем он пел, особенно в последние годы его жизни, неизвестно, но пел, и глубоко западали в душу его песни. Была в этих песнях особая внутренняя музыка. Гурилев, слова Огарева «Внутренняя музыка».
Число любителей музыки неуклонно расширялось. Во второй четверти XIX века даже у каждого ремесленника дочки обязательно учились играть на фортепиано. Все, кто владел грамотой, практически все умели не только читать, но и петь по нотам. Вот для таких любителей пения, дачников в Черной речке предместья Петербурга, Доргомышский создает вокальный цикл «Петербургские серенады». Лодки с музыкантами спускались вниз по реке и звучали тогда полюбившиеся отдыхающей публике песни и романсы. Так пишет очевидец тех событий. Восторженные дачники двигались по берегу за плавающей лодкой. После окончания номеров шумно аплодировали, подбадривали музыкантов криками, требовали повторения. На другой день на Черной речке только и говорили о вечерних серенадах, устроенных Александром Сергеевичем. Позже при издании Доргомышский поставил ремарку «исполнять хором». В исполнении академической хоровой капеллы Удмуртии звучит хор, а капелла «Буря мглою». Доргомышские стихи Пушкина. Дирижер, заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Андрей Елисеев. Снежных крутел, только сеяно
Многие композиторы и исполнители не только хорошо пели, но и прекрасно играли на музыкальных инструментах. Когда Варламов работал в Брюсселе, его современник писал: «Чистота игры на мелодическом инструменте для многих слушателей, до того времени неизвестным, возбудила громкие рукоплескания». Что мог играть музыкант? Чаще это были инструментальные вариации на темы популярных романсов. А вот какой инструмент был в то время неизвестен в Брюсселе? Возможно, тот, на котором исполнит соло Николай Кондратьев. Бакалейников «Темно-вишневая шаль».
Николай Кондратьев. Автором мелодически привлекательных, широко популярных романсов и песен, близких к городскому фольклору, был Петр Булахов, еще один из московских дилетантов, получивших домашнее музыкальное образование. Его отец и брат были выдающимися оперными тенорами и с удовольствием исполняли романсы Петра, среди которых «Колокольчики мои» и «Нет в мире очей» и романс «Не пробуждая воспоминаний». Музыка Петра Булахова, солист Владислав Чиков. Не пробуждай воспоминаний минувших дней, не возродить былых желаний в душе моей, И на меня свой взор опасный не устремляй, мечтой любви, мечтой прекрасной не увлекай, не увлекай.
Вторая половина XIX века – время становления русской композиторской школы, время появления настоящих шедевров камерной вокальной лирики. Рубинштейн, стихи Пушкина «Ночь». Солистка – народная артистка Удмуртской республики Ольга Галиханова. Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной. Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной. Близ ложа моего, близ ложа моего, печальною свечой горит. Мои стихи текут, сливаясь и журча, текут ручьи любви, полны тобой. Во тьме твои глаза блистают предо мною, во тьме твои глаза блистают предо мною. Мне улыбаются, и звуки слышу я, мой друг, нежный друг, люблю твоя. Мой друг, мой нежный друг, мой друг, мой нежный друг, Чайковский. Стихи Алексея Толстого. «То было раннею весной». Солист – заслуженный артист Удмуртской республики Алексей Городилов. То было раннею весной, трава едва всходила, ручьи текли, не парил зной, и зелень рощ сквозила. Труба пастушья поутру еще не пела звонко, и в завитках еще в бору был папоротник тонкий.
то на любовь мою в ответ ты опустила вежды. О жизнь, о лес, о солнце свет, о юность, о надежды. И плакал я перед тобой, на лик твой глядя, милый. То было раннею весной, в тени берез, то было утро наших лет. О счастье, о слезы, о лес, о жизнь, о солнце свет, о свежий дух березы. Чайковский «Скажи, о чем в тени ветвей». Солистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Лиля Третьякова.
Романс Римского-Корсакова на стихи Пушкина «Редеет облаков летучая гряда» звучит в исполнении академической хоровой капеллы и оркестра «Золотая мелодия». А сейчас не совсем обычные события. Разрешите пригласить на сцену заместителя директора, художественного руководителя филармонии Марию Александровну Ведмак. Добрый вечер, дорогие друзья. Я думаю, что очень знаково и символично, когда на сцене царит Его Величество русский романс с его неповторимой душевной атмосферой, поблагодарить двух прекрасных музыкантов за, внимание, 40-летнее и 50-летнее служение вокальному искусству и академической хоровой капелле Удмуртии. Я думаю, такие заслуги достойны ваших аплодисментов, дорогие друзья. Спасибо. Я приглашаю на эту сцену Трофимову Татьяну Поликарповну. Разрешите вручить вам небольшой подарок от Удмуртской государственной филармонии и эти прекрасные цветы. И Лазареву Маргариту Геннадьевну. Спасибо вам за ваше творчество, за такой самоотверженный
Наша программа продолжается. Римский Корсаков, стихи Алексея Толстого «Не ветер веет с высоты» исполняет академическая хоровая капелла. Ветер веет с высоты, и снов коснулся ночью лунной. Ой, край души коснулась ты, она тревожна, как листы, она как осень нам на В завершении программы первого отделения звучит романс Шишкина на стихи Рыскина «Живет моя отрада». Исполняют академическая хоровая капелла Удмуртии, оркестр «Золотая мелодия», солист Дмитрий Сухих, дирижер Лев Накоряков. Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому. Я знаю красотки и сторож у крыльца, никто не загородит дорогу молодца. Войду я к милой в терем и брошусь в ноги к ней. Была бы только ночка, сегодня потемней. Была
Дорогие друзья, уважаемые зрители, у нас антракт. Мы с вами увидимся через 15 минут. Возвращайтесь.
Романс– песня лирического содержания с довольно несложным аккомпанементом. Эта лирическая интонация позволила композиторам создавать романсы не только для пения, но и как самостоятельные оркестровые пьесы. Например, романс из кинофильма «Ова» Дмитрия Шостаковича, который открыл программу второго отделения в исполнении оркестра «Золотая мелодия», дирижер Лев Накоряков. Гитары и скрипки пели о неземной любви. Красавицы в тенистых аллеях страдали от вечной разлуки. Цыганская ревность бушевала, проклинала и каялась, а по улицам уже вовсю мчали автомобили. Старый добрый роман старался остановить стремительно уходящее время. 20-е, 30-е, 40-е годы 20 века. Именно в этом жанре так остро чувствуется атмосфера эпохи. Не случайно режиссеры так охотно ставят романсы в фильмы об этом времени, как, например, в фильме «Ликвидация». Музыка неизвестного автора, слова Тимофеева «Белая ночь», солистка Юлия Галиханова. Весна, не прошла, жасмин еще цвет, звенели соловьи на старых кленах. Ждала я в беседке, и ты пришел, и был со мной влюбленный нежный май. Шептал слова любви. Белая ночь, милая ночь, светлою мглой здесь нас укрой. И не спеши ты зажечь свет зари. Белая ночь, милая ночь, сон добрых дней нежно навей. И со мной ты, мы вдвоем, я и ты. И снова весна, опять все в цвету. Вновь соловьи звенят в аллеях парка. Зачем мне их песни, он не придет? И сердце вновь так жалко шепчет мне о той другой весне. Белая ночь, светлая ночь, мучит меня память о нем. О, скорей пусть мне мелькнет свет зари. Белая ночь, светлая ночь, тихо в окно шепчет окно. Нет, его нет, он ушел. Он далек.
Юлия Галиханова. Сергей Федосеев, стихи Александра Гребенкина «Скрипка». Исполняет солист хоровой капеллы, заслуженный работник культуры Удмуртской республики Сергей Федосеев. Я слушал скрипки, плачущие звуки, и видел, как по ней скользил смычок. В такт музыке взлетали птицей руки, мелодия лилась, как ручеек, а через миг волной неукротимой она взлетала, как девятый вал. Я годы, что прошли неудержимо, внимая звуком, с болью ощущал. Игрою сокровенной покоряя, рыдала скрипка, трогая меня. Звучала в сердце музыка живая, мне душу до краев заполоня. Все было в жизни радости и муки, и тоже жизнь на новом рубеже. Волшебной скрипки трепетные звуки звучат в моей измученной душе. Волшебной скрипки трепетные звуки звучат в моей измученной душе. Сергей Федосеев. Я снова под ваши аплодисменты приглашаю на сцену академическую хоровую капеллу Удмуртии. А тем временем позвольте рассказать вам о предстоящих концертах филармонии. Когда вдоль по улице метелица метет и падает белый-белый снег, на станцию Тихорецкая отправится музыкальный состав под названием «Золотая мелодия». 3 белых коня принесут нам хорошее настроение, а зимняя любовь не растает, как снежинка. Потому что чертово колесо унесет нас в рождественскую сказку. Мы скажем Старому году «Time to say goodbye». Но будьте осторожны, в Новом году Дед Мороз придет и подарит подарки только тем, кто вместе с нами споет самые любимые новогодние песни. Приглашаем вас на новогодний концерт оркестра «Золотая мелодия». Осторожно, Новый год. Он состоится 12 декабря здесь, в зале филармонии, в 19:00. Мы вас ждем. Спасибо.
Многие композиторы, что работали на рубеже 19-20 веков, уезжали из России, продолжая работать за рубежом. Так Владимир Бакалейников, эмигрировавший из России в 1927 году, работал в Голливуде, а затем в Питтсбургском симфоническом оркестре. Именно ему приписывают создание «Темной вишневой шали», так же, как и романсу, который прозвучит сейчас. Бакалейников, бубенцы, солист Алексей Чучкалов. Сердце будто проснулось пугливо, пережитого стало мне жаль. Пусть же кони с распущенной гривой с бубенцами умчат меня вдаль. Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. Пусть ямщик свою песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло никогда не настанет. Так зачем горевать? Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. А вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. Звон бубенчиков трепетно может воскресить позабытую тень, мою русскую душу встревожить и стряхнуть мою русскую лень. Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. А вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. Хоровая капелла Удмуртии, Алексей Чучкалов.
Романс, который прозвучит сейчас, имеет несколько версий. 1902 года, 1903 года и более поздний. Романс публиковался как известный цыганский романс в редакции Вари Паниной и музыкальной обработки Зорина. А вот Баснер создал свою версию, своего рода воспоминание о белой акации к фильму «Дни Турбиных». Баснер, обработка Шалова, белые акации, гроздья душистые, солисты Людмила Маслова гусли и Людмила Григорьева балалайка.
Людмила Маслова и Людмила Григорьева. Григорий Пономаренко, выдающийся баянист, в годы войны работал в ансамбле песни и пляски погранвойск НКВД СССР. Затем в оркестре Осипова. В 50-е годы он возглавил Государственный Волжский русский народный хор. Именно тогда он создал знаменитые романсы и песни. В исполнении академической хоровой капеллы звучит романс Григория Пономаренко на стихи Есенина «Отговорила роща золотая». Дирижер Андрей Елисеев. Борис Фомин «Только раз», солист Алексей Чучкалов.
знает сердце ласку. День и ночь кружится голова, день и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный хмурый вечер мне так хочется любить. Тает луч пурпурного заката, синевой окутанный цветы. Где же ты, желанная когда-то? Где же ты, дарившая мечты? Только раз в холодный хмурый вечер мне так хочется любить. Только раз в холодный хмурый вечер мне так хочется любить. В 1820 году Александр Сергеевич Пушкин посетил Бахчисарайский дворец в Крыму и был впечатлен красотой Бахчисарайского фонтана. Многие, так же как и я, посещали сей фонтан, но иных уж нет. Другие странствуют далече. Эти строки поэт поместил эпиграфом к своей поэме «Бахчисарайский фонтан». Позже появилось стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». Вслушиваясь в музыку стиха Пушкина, в его эпитеты «немолчный говор», «поэтические слезы», «серебряная пыль», «росою хладный», «ключ отрадный», мы понимаем, насколько музыка Александра Власова дополнила и углубила воплощенный в стихотворении образ журчайшего, сверкающего фонтана, полно и ярко выразила переполняющие поэта чувства. Власов, стихи Пушкина, «Фонтану Бахчисарайского дворца». Дирижирует Лев Накоряков. Любви
Романс. Над этим жанром действительно оказалось невластно время. Старый добрый романс совершенно не собирается сдавать свои позиции. Напротив, он увлекает все большее и большее количество людей в особый неповторимый мир высоких чувств и лирических мелодий. Настало время исполнить романс о романсе. Современный композитор, работающий в Удмуртии, Юрий Явкин, музыка именно его, стихи Людмилы Явкиной, романс о романсах, солистка Ксения Накорякова. Романсы, романсы, вы тронули душу, волшебные звуки на сердце легли, гармонию чувств, в них так рано и слушать, и в счастье поверить. Поверить вы мне помогли. В холодном сердце вдруг вспыхнет пламя, огонь любви, романс разбудит в сердце вновь. И вот уже парите вы над облаками от светлой музыки и добрых теплых слов, мелодии нежной куда-то поманит и негою страсти чарует вас вновь. В романсах есть все чувство яркого пламя, и горечь разлук, и большая, как море, любовь. В холодном сердце вдруг вспыхнет пламя, огонь любви, романс разбудит в сердце вновь. И вот уже парите вы над облаками от светлой музыки и добрых теплых слов. Ах, эти романсы запали мне в душу, заставили струны ее зазвенеть. Они вас согреют и в зимнюю стужу, и вам не дадут никогда, никогда постареть. В холодном сердце вдруг вспыхнет пламя, огонь любви, романс разбудит в сердце вновь. И вот уже парите вы над облаками от светлой музыки и добрых теплых слов. И вот уже парите вы над облаками от светлой музыки и добрых теплых слов.
Ксению Накорякову. Уважаемые слушатели, буквально неделю назад Удмуртская филармония торжественно открыла год Чайковского, чье 180-летие со дня рождения будет отмечаться в мае 2020 года. В завершении концерта звучит трио с хором Петра Ильича Чайковского «Природа и любовь». Исполняет академическая хоровая капелла Удмуртии, оркестр «Золотая мелодия», солистки Вера Яковлева, Анна Красильникова, Лариса Пивоварова, дирижер Лев Накоряков.
свидания тайного томления, порывы страстные любви, порывы любви. Скажи, что слышишь, что полней любви невинных наслаждений, сколько утех в ней мы найдем от боли жизни и треволнений, сколько утех в ней мы найдем от боли жизни и треволнений. Быть может так, она права, Скажи, что значит, что полней любви невинных наслаждений, сколько утех мы найдем от боли жизни и треволнений. Скажи, что значит, что полней любви невинных наслаждений, в ней утешения ищем мы от боли треволнений, в ней утешения ищем мы от боли треволнений, от боли треволнений. Любовь, как ты Уважаемые зрители, в концерте «Два векова русского романса» на сцене филармонии перед вами блестяще выступили академическая хоровая капелла Удмуртии, художественный руководитель и главный дирижер Андрей Елисеев. Оркестр «Золотая мелодия», художественный руководитель и главный дирижер Лев Накоряков. И, конечно же, все те солисты, которые сегодня продемонстрировали вам свои потрясающие таланты. Мы благодарим вас за теплый прием и говорим до новых встреч. Увидимся. Спасибо.